Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью участия в церемонии возложения венков в честь 79-й годовщины Дня Победы в страшной войне 1941-1945 годов посетил Парк Победы столицы. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью участия в церемонии возложения венков в честь 79-й годовщины Дня Победы в страшной войне 1941-1945 годов посетил Парк Победы столицы. Президента Республики Таджикистан, верховного главнокомандующего вооруженными силами страны, генерала армии уважаемого Эмомали Рахмона встретили председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали, председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмад Тоирзо Кирзода и министр обороны Республики Таджикистан Шерали Мирзо. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, возложил венок к вечному огню в память об офицерах, солдатах и всех тех, кто отдал свои жизни в войне. С возложением венка и чествованием героев таджикского народа глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, почтил память воинов, погибших на пути свободы. В этот день председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан возложили венки к вечному огню. После завершения церемонии возложения венков президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, подняв символическую завесу, открыли памятник Победы после его перемещения в Парк Победы. На церемонии открытия обновленного комплекса также приняла участие официальная делегация Российской Федерации во главе с заместителем председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Кара Оолом Шолбаном. Все меры, осуществляемые в Парке Победы исполнительным органом государственной власти города Душанбе, направлены на почитание памяти жертв войны. Следует отметить, что героизм и самоотверженность отцов, которые в страшные дни войны отдали жизни за свободу Родины, всегда ценится высшим руководством страны. Следует особо отметить, что в преддверии празднования Дня Победы распоряжением президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, каждому из ветеранов было выделено по 40 тысяч самани, а за счет председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, участникам войны и столицы была оказана единовременная финансовая помощь в размере 10 тысяч самани. Также по поручению президента страны исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов предоставили единовременное пособие ветеранам и инвалидам войны. Сегодня, 8 мая, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, по приглашению президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Путина, с рабочим визитом отбыл в город Москву. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, проводили председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В этой поездке президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица. Ожидается, что в ходе этого визита глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Дня Победы и неформальной встрече глав государств Содружества независимых государств. К другим темам.
Сегодня Таджикистан известен и признан в мире как государство, в котором народ любит и почитает спорт, а также выступает как инициатор масштабных проектов, популяризирующих спорт. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола, предложенную президентом Центральноазиатской футбольной ассоциации, президентом Федерации футбола Таджикистана Рустами Эмомали. Решение принимается. Футбол является одним из лучших способов укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни, а также важнейшим средством объединения разных народов и наций. В связи с этим президент Центральноазиатской футбольной ассоциации, президент Федерации футбола Таджикистана Рустами Эмомали 9 февраля этого года впервые предложил Организации Объединенных Наций признать роль футбола на глобальном уровне и официально объявить Всемирный день футбола путем принятия специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола. В данной резолюции подчеркивается важность проведения крупных международных спортивных мероприятий в духе мира, взаимопонимания, международного сотрудничества, дружбы и толерантности и без какой-либо дискриминации. Таким образом, международное сообщество единогласно приняло инициативу президента Центральноазиатской футбольной ассоциации, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустами Эмомали, об объявлении 25 мая Всемирным днем футбола. Футбол – один из самых популярных видов спорта, и у него больше поклонников, чем у любого другого профессионального вида спорта. Футбол при поддержке и внимании лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, а также при постоянной заботе председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, президента Ассоциации футбола Центральной Азии, президента Футбольной ассоциации Таджикистана, уважаемого Рустами Эмомали, в последние годы в нашей стране стремительно развивается. Выход в четвертьфинала Кубка Азии футбольной сборной Таджикистана и другие являются доказательством этому. Зумрат Файзиева, Зухро Самадова. Новости. Тем временем популярность футзала в Таджикистане стремительно растет. Международная федерация футбольных ассоциаций впервые в истории обнародовала мировой рейтинг среди национальных сборных по футзалу, согласно которому наша национальная сборная значительно улучшила свои позиции и добилась существенных спортивных результатов. Отмечу, что по итогам недавно завершившегося в Бангкоке Кубка Азии 2024 по футзалу национальная сборная Таджикистана впервые в своей истории завоевала путевку на чемпионат мира, который состоится осенью текущего года в Узбекистане. Тему продолжит мой коллега Карим Хайдар. Международная федерация футбольных ассоциаций ФИФА впервые в истории обнародовала мировой рейтинг среди национальных сборных по футзалу, согласно которому национальная сборная Таджикистана по футзалу занимает 34 место среди 139 стран. Наша сборная имеет в своем активе 1167,37 очков. Отметим, что по итогам недавно завершившегося в Бангкоке Кубка Азии 2024 по футзалу национальная сборная Таджикистана впервые в своей истории завоевала путевку на чемпионат мира. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, президент Федерации футбола Таджикистана, уважаемый Рустами Эмомали, поощрил сборную страны по футзалу за выход на чемпионат мира 2024 года. Сборная команда Таджикистана по футзалу впервые в своей истории завоевала путевку на чемпионат мира, который в текущем году пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. За это достижение президент Федерации футбола Таджикистана, уважаемый Рустами Эмомали, выделил сборной страны по футзалу $100 000 в качестве поощрения. Напомним, что на Кубке Азии 2024 в Таиланде футзалисты Таджикистана провели 6 встреч. На групповом этапе турнира наша команда обыграла сборную Южной Кореи, а также сыграла в ничью с командами Кыргызстана и Японии.
В четвертьфинале турнира наша команда была сильнее Афганистана. В полуфинале наши футзалисты уступили сборной Таиланда. Основное время 3-3, по пенальти 5-6. А в матче за третье место сборной Узбекистана основное время 5-5, по пенальти 1-3. Футзал в Таджикистане является весьма популярным видом спорта. Люди самых разных возрастов с огромным удовольствием занимаются футзалом, в котором первоочередное значение имеет техника, изобретательность, импровизация и контроль мяча. Карим Хайдар, Зухра Самадова. Новости.